Я не сомневаюсь сегодня в том, что вы успешно сдадите экзамен, потому что у вас есть база знаний. Выпускники теперь в родную школу приходят только за консультацией к учителю. Слова напутствия и поддержка очень необходима. Впереди, как говорят сами школьники, судьбоносный экзамен. ЕГЭ – это не только проверка знаний, но и своеобразное тестирование на психологическое состояние. Слишком много страхов. Провал интеллектуального испытания, перечеркнутое профессиональное будущее, неоправданные надежды родителей. А самое главное – потеря веры в себя. Психологи говорят, волнуются все. И те, кто все 11 лет занимался усердно, и те, кто к учебе относился халатно. Психика ребенка, особенно подростка, она безумно уязвима. Они себя могут изображать легкомысленных, что им вообще не так они волнуются. Это все, особенно мальчики, они это могут изображать. По факту внутри они очень себе не уверены, они безумно стеснительны и они безумно ранимы. И особенности, когда родители возлагают на них огромные надежды, ребенок, который даже обучался у репетиторов, занимался целыми днями, но он эмоционально очень ранимый, чувствительный, он приходит на экзамен и может просто половину из того, что он учил, забыть. Но когда мы сильно волнуемся, мы же не можем логически рассуждать, и у него просто отключается половина тех ресурсов, которыми он мог бы воспользоваться. Важно объяснить ребенку при любом раскладе, что вы его любите, и для вас он родной, а значит особенный. Чувство вины перед обществом, родителями и педагогами гложет школьников изнутри. Мотивация не подвести всех, кто переживает, выходит на первый план. Психологи отмечают, результаты ЕГЭ чаще всего волнуют родителей больше, чем самих школьников. В любом случае должна быть поддержка, и в любом случае ребенок должен понимать, что какой бы ни был результат, что в дома его ждут мама и папа, которые не будут сходу на него кричать, сходу не будут унижать его, оскорблять и показывать, что он никчемный, никакой, и ничего из него в жизни не получится. Плюс еще, если вы, как родитель, видите, что идет слишком сильное давление на ребенка со стороны, учителя же тоже разные бывают, у них тяжелая работа, если на то пошло, очень тяжелая работа. А если вы видите, что такое излишнее давление идет со стороны школы, то поговорите с учителями, скажите, не надо. Вот он у меня очень чувствительный ребенок, не нужно так давить. Я сама дома разберусь, я знаю, что вот он занимается, как может, так занимается. Дети разные, как и их психологическое состояние и здоровье в целом. Многие не выдерживают давления. В Осетии на днях завели уголовное дело из-за смерти школьницы перед сдачей ОГЭ. По предварительной информации, девочке стало плохо в классе. Все обстоятельства выясняет следствие. Таких случаев, когда ребенок не может справиться со своими эмоциями, много. Родителям и учителям важно помнить, что хронический стресс разрушает память и способность учиться. Отсюда и страх все забыть в самый ответственный момент. В России каждый пятый школьник по опросу 13 тысяч родителей перед единым государственным экзаменом принимает успокоительные препараты. В каждой семье своя методика воспитания. Каждый родитель знает, на что способен его ребенок. Как правило, хорошего результата ждут от трудяг и отличников. Среди опрошенных родителей выяснилось, что многие будут поддерживать свое чадо, несмотря ни на что. У меня сдает экзамен уже 4-й ребенок. Я тоже подготавливаю своего ребенка, дочку свою. Объясняю ей, что не все закончено с экзаменом, что жизнь дальше продолжается. И даже если у нее результат будет не тот, на который мы рассчитываем, все равно солнце будет светить так же ярко, как и раньше. И возможности тоже никто у нее не заберет. Можно будет пересдать в следующем году. Что я хочу сказать по поводу подготовки, психологической подготовки. Вот у меня 3-я дочка к экзамену готовилась и очень нервничала. Она до утра не спала. И я помню, результат был не тот, на который мы рассчитывали. Ребенок в этом году сдает ЕГЭ, старший. Получается, мы первый раз сдаем, мои дети первый раз сдают. Готовиться мы начали с 10 класса. По этому поводу я не нервничаю. Ребенок тоже не нервничает. Ребенок тем более не нервничает. Я всегда говорю своему ребенку, что если он не сдаст, в этом ничего страшного. Выпускники вместе с учителями вовсю готовятся к предстоящему экзамену. Они разделились на 2 лагеря. Одни волнуются из-за себя, из-за родителей, другие просто настраивают себя на хороший исход. Действительно, вообще волнений нет, поскольку для меня ЕГЭ – это просто экзамен, который может дать толчок к будущему, то есть к университету. Однако, если я даже не сдам, то жизнь моя не потеряется, поскольку
работа уже есть, опыт имеется, способ заработка уже имею. Они меня, конечно же, поддерживают. Они говорят, что ты сдашь 100%. Они верят в меня. И это еще намного больше меня напрягает, потому что я боюсь, что не оправдаю их надежд. А что они говорят, если не сдашь? Не будем об этом. Расскажи, ты волнуешься? Да, я очень сильно волнуюсь. Мы же идем в новую школу, вообще неизвестно куда. Мы не знаем никого там. Я вообще никого не буду знать в аудитории, организаторов, школа новая. И мы не знаем, что будет, какие задания будут, что там будет. Вот эта вот неизвестность убивает. У нас в этом году 41 выпускник, и эти дети, это те дети, которые, окончив 9 класс, решили пойти в 10 класс, и с этого момента они понимают, что они должны сдавать этот единый государственный экзамен. При переходе в 10 класс у них начинается адаптация от перехода в старшую школу. И психологи нашей школы, и соцпедагог, они начинают с ними проводить работу по адаптации. Если они выявили группу риска, отдельно с этими детьми они работают, помогают, тестируют, анкетируют, разговаривают с этими детьми. Им нужно прежде всего собраться, понять, что они 2 года, а то и больше готовились и шли к этому шагу, к этому экзамену, что ничего страшного не произойдет, что рядом с ними учителя, рядом с ними их поддерживают родители, мы все за них болеем. Единственное, что от них требуется, зайти, написать этот экзамен. Уже 31 мая выпускники напишут единый государственный экзамен по географии, химии и литературе. Осталось совсем немного. Психологи советуют морально и психологически готовить ребенка к ЕГЭ. Также медики советуют за день до экзамена отложить все дела и выспаться. Для эмоционального состояния это важно. Лина Сычева, Магомед Белакиев. Новости 24.